богатейшие материалы. Первый стенд посвящен народным праздникам. Далее представлена информация о старожилах села, которым за 80, за 85 и даже за 90. Особое место отведено материалу, посвященному выдающимся людям села, среди которых и гордость школы, и передовики колхозного производства, и орденоносцы, а также известные люди и современники. А теперь заходим в школьный музей «Ридное село», где нас встречает руководитель музея Николаева Ирина Петровна. Ирина Петровна всегда рада своим гостям и, наверное, будет не против дать нам интервью. Что послужило поводом начать поисковую работу по созданию музея? Работая учителем истории в одной школе, я начала посещать постоянно действующие семинары, проводимые на базе школы района. Один из таких семинаров проводился в Городницкой школе, и в плане была экскурсия в музей. После посещения этого музея во мне зародилась мечта воссоздать картину образа жизни наших предков и таким образом создать музей истории нашего родного села. Но особенностью нашего музея стало то, что он расположен в обыкновенной классной комнате. По каким направлениям ведется работа? Работа ведется по многим направлениям. Самое первое, самое основное направление – это, конечно, сбор экспонатов. Вы видите, их более 800 в нашем музее насчитывается на данный момент. Это в основном предметы утвари, которыми пользовались наши предки. Они сегодня кажутся диковинкой для наших ребят, но как такового именно они воссоздают ту реальную картину образа жизни наших предков. Второе направление – это, конечно, экскурсионные. Наши ребята с большим удовольствием проводят экскурсии, где частыми гостями становятся разные категории людей. Третье направление, очень ответственное, порой даже очень сложное, это поисковая работа или научно-исследовательская. Огромное количество работ представлено нашими учащимися в данном направлении. Это работы, которые освещают страницы истории родной школы, которые воспроизведены у нас на одном из стендов. Это освещение страниц истории родного села, истории заселения, освоения края и многих других объектов, исследуемых детьми именно в процессе данной работы. Каковы ваши планы на будущее? Планы на будущее? Самое первое, скорее всего, это будет строительство музея, которое задумано было в 2009-2010 учебном году бывшим директором нашего УВК Кировым Дмитрием Георгиевичем, строительство отдельного здания. Музей будет назван Баштина Кышта, что означает «отцовский дом». Конечно, это самое первое такое основное желание и первое в плане нашей деятельности. Ну а второй момент, это, скорее всего, будет именно издание книги по истории нашего села. Наши ребята огромное количество, я уже говорила, работ представили на конкурс Малой академии наук, в которых отражены страницы и истории нашего села, и дана, скажем так, освещена работа выдающихся деятелей, освещены народные традиции, обычаи, обряды. И хотела бы, чтобы все это было систематизировано. Это очень ответственная работа, но мне одной, конечно, с этим не справиться. И я буду очень рада, признательна тем, кто откликнется на данный призыв. И общими усилиями, наконец-то, мы сможем полистать страницы истории нашего родного села. Мы к вашим услугам. Спасибо за интересное интервью. Спасибо.
Дали самата земя в своя бяг вечно в кръг движи човек, дали за зло или за добро вие своето хоро. Тече живота, върти своя танц, сватба без край, някога е вдигнал. Сватба става дори без вино, но никога без хоро. Върти се тежко човешко хоро и вплели ръце хората танцуват. Две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце пада човек, някой го изправя. Тук от радост, а там от тегло играем пустото хоро. Отмерва тъпа на ритъм горещ, гайда ручи, луда полудяла. Един си отива, но хваща се друг, не спира пустото хоро. Откакто свят светува до днес, тъй е било, нека тъй да бъде. Той хоро, таз човешка река, вечно да тече така. Върти се тежко човешко хоро и вплели ръце хората танцуват. Две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце пада човек, някой го изправя. Тук от радост, а там от тегло играем пустото хоро. Върти се тежко човешко хоро и вплели ръце хората танцуват. Две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце пада човек, някой го изправя. Зато се празни за онзи тегло, хоро е пустия живот.